предместье Мадрида открылся памятник генерал-майору советской армии Хаджи Умару Мамсурову. Гранитный монумент легендарному разведчику установили в парке Содружества. Делегацию Северной Осетии возглавил глава республики Таймураз Мамсуров. Вместе с ним в Фуэн-Лабраду прилетели дочь и внук разведчика. Об испанском этапе военной службы Героя Советского Союза известно немногое. В Мадрид его направили по приказу правительства страны. Здесь он работал под псевдонимом Александр Ксанти. Данные о большинстве операций с его участием засекречены до сих пор. Известно, что с полковником Ксанти встречался Эрнест Хемингуэй. Прототипом главного героя его романа «По ком звонит колокол» и стал легендарный разведчик. Кстати, сам Хемингуэй так и не узнал, что его собеседник был осетином. В Испании генерал встретил свою будущую жену, аргентинку Паулину Абрамсон. Они прожили вместе 30 лет, воспитали 2 дочерей. Хаджи Умар Мамсуров прошел 4 войны. Гражданские в России и Испании, с белофинами и, естественно, Великую Отечественную. Сотни дерзких партизанских операций и почти полвека, отданные служению своей стране. На фоне того, что сейчас творится вокруг истории Великой Отечественной войны, то, что сегодня произошло в Испании, здесь, в пригороде Мадрида, я считаю, это очень символично и вселяет новые надежды на то, что не все посходили с ума, и победа над германским нацизмом, она в памяти, и они знают, кого благодарить. Они искренне это делали, мы видели слезы на глазах, мы видели ликование. Старейшины Куртатинского ущелья собрались у одного из самых посещаемых мест в республике для проведения обряда закрывания дверей. После произнесения очищающих молитв двери святилища Зевги-Шезуар будут закрыты для непредназначенных для этого места празднований. Испокон веков наши предки молились Богу и всем святым, поднимая чашу с астинским пивом, квасом или молоком. Сегодня в руках мужчин, как правило, крепкие алкогольные напитки, но с этим согласны не все. Куртатинцы жалуются, что правила поведения в святых местах сегодня соблюдают все меньше людей, а сами святилища бывают задействованы практически для любого праздника. По словам местных жителей, в эти места, где строго запрещается сквернословить, мусорить и распивать спиртные напитки, люди приезжают отмечать дни рождения и проводить увеселительные посиделки. Любовь к своей культуре, истории и традициям нужно воспитывать, считают организаторы обряда. Люди уже святое место считают прийти, побольше выпить, побольше покушать. Богу и этим святым это никуда не надо. И должен прийти с чистой душой. У тебя должно быть только на душе, ради чего ты туда идешь. Всегда у осетин с покон веков за столом там что побольше покушать, выпить, это считался большим позором. В 14-й Владикавказской школе в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло патриотическое мероприятие. В нем приняли участие ветераны. Вместе с учениками они возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза, выпускника этой школы Василия Ларионова. Гости посетили и школьный мемориальный музей боевой славы. Здесь хранятся уникальные архивные записи, противотанковые мины, полевой телефон и военные костюмы наших соотечественников. Нынешнее поколение молодежи должно знать историю своих предков, дедов, прадедов и учиться их героизму и мужеству. Пожелаем, чтобы нашей молодежи, чтобы она росла, воспитывалась в мирной обстановке, чтобы наконец наступил мир во всем мире.